Студентки первого курса университета в Бишкеке Мейрем и Ажара искали возможность подзаработать. В один из таких дней Ажару привлекло объявление в Инстаграме о работе для привлекательных девушек. Она пошла туда, и там сказали, что надо просто в интернете с кем-то переписываться и показывать белье. Ничего другого, зато обещали хорошие деньги, рассказывает 22-летняя Мейрем. Так подруги начали работать в одной из десятков вебкам-студий в Бишкеке. Клиенты платили им за то, чтобы девушки общались с ними, раздевались перед камерой и выполняли другие сексуальные действия. Поначалу за это неплохо платили. В первый месяц я получила около $1000, а Жара намного больше, у нее вышло около $3000. Второй месяц тоже хорошо получили. А потом нам резко снизили выплаты до $600, рассказывает Мейрем. Затем у девушек начались проблемы. По словам Мейрем, менеджер начала их шантажировать и угрожала, что опубликует в сети их интимные видео и персональные данные. Через год Ажара покончила с собой. Мейрем и Ажара – героини расследования кыргызской службы радио «Свобода», посвященного вебкам-студиям в Кыргызстане. В последние годы страна стала крупным региональным центром этой глобальной индустрии с капитализацией в миллиарды долларов. Расследование обнаружило многочисленные преступления, в которые вовлечены владельцы вебкам-студий, включая шантаж, изнасилование и доксинг, то есть публикацию персональных данных девушек в сети. Многие жительницы Кыргызстана стали работать в вебкам-студиях от нищеты, по данным Всемирного банка, около трети населения Кыргызстана живет за чертой бедности. Журналисты кыргызской службы радио «Свобода» поговорили со множеством девушек, которые работали или до сих пор работают в вебкам-студиях в Кыргызстане, а также с мужчинами, которые нанимают моделей, организуют съемки и общаются с клиентами. Все они согласились говорить только на условиях анонимности из страха, что об этом узнают друзья или родственники. Жертвы вебкам-бизнеса часто боятся обращаться в милицию, потому что, по данным нескольких источников, милиционеры крышуют деятельность таких студий. Я нашла нескольких героинь, которые просто боялись обращаться в милицию, потому что были предпосылки того, что там чаще всего милиция тянет деньги с этих девушек, говорит Александра Титова, журналистка кыргызского новостного сайта «Клуб», которая также много писала о вебкам-индустрии в стране. Глобальная вебкам-индустрия генерирует миллиарды долларов в год, согласно данным исследователей и участников рынка. Бишкек и Алматы в соседнем Казахстане стали центрами развития вебкам-студий в Центральной Азии. Карачач Шакирова, журналистка кыргызского проекта Radar.kg, который тесно сотрудничает с пресс-службой Министерства внутренних дел Кыргызстана, считает, что в Кыргызстане в вебкам-студиях работает от 4 до 5 тысяч девушек. Кто-то работает из дома, а студии помогают им с логистикой, а иногда и деньгами на аренду. Другие приходят работать в помещения, которые снимают студии. В одном доме могут одновременно работать до 30 девушек. Некоторые студии предоставляют своим работницам жилье и питание, рассказывает Таалай, бывший менеджер вебкам-студии в Бишкеке. В студии, где я сейчас работаю, 30 девушек, но только 5 из них нормально зарабатывают. Главное, моделей посадить на оклад. Вот у нас одна модель, она согласилась на оклад в $235 США. Но на ней мы зарабатываем минимум $2000 в неделю, откровенно рассказывает Таалай, который сейчас работает оператором в вебкам-студии. Другие источники подтверждают слова Таалая, студии обычно забирают 50-70% выручки моделей. Таалай говорит, что предпочитает брать на работу девушек из сельских районов, нужно находить неопытных, тех, кто ничего не понимает. Им немного денег дашь, $200, и все, они работают. По его словам, он все чаще работает с девушками, которые живут в Алматы или в Подмосковье, потому что Бишкек слишком маленький, в нем уже стало трудно находить девушек, готовых работать. Для Мейрем и Ажары Кыргызстан также оказался слишком маленьким, чтобы скрыть от окружающих работу в вебкам-студии. Мейрем и Ажара родом из Бишкека. В какой-то момент они оказались в долгах и побоялись сказать родителям, что заработка официанта им не хватает на жизнь. Работа в вебкам-студии казалась решением проблемы. Мейрем говорит, что Ажара была легкая на подъем, харизматичная, бойкая, так что поначалу ей было легко. У нее появились постоянные клиенты. И она больше всех, мне кажется, зарабатывала. Мы тогда не знали, как работает система.
Оказывается, мы зарабатывали намного больше денег, а нам платили только зарплату, вспоминает Мэйрем. На третий месяц работы зарплату девушкам урезали, а когда те возмутились, администраторы стали им угрожать, что опубликуют в интернете их интимные видео и персональные данные. По словам Мэйрем, менеджер сказала им, что у нее есть телефон молодого человека Ажары. Подписывайте на наш канал и не забудьте поставить лайк. Спасибо за поддержку.